Здравствуйте, это новости на национальном телеканале Ингушетия. Краткий обзор событий. Сегодня наступил Новый год по хиджре. Начался священный месяц Мухаррам. Утепляемся и прививаемся. Россию в нынешнем эпидемиологическом сезоне атакуют 2 новых штамма гриппа. Что становится побудительным мотивом для молодых ребят, вступающих в ряды экстремистов? Правовой час прошел в Сунже. Сегодня в первый день священного месяца Мухаррам наступает Новый год по хиджре. В этот день в мечетях читают проповедь, посвященную переезду пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, из Мекки в Медину в 622 году, отправной точки лунного календаря. Мухаррам – первый месяц мусульманского календаря. Считается, что как человек проведет его, так и пройдут все остальные. Это один из 4 месяцев, в течение которых Аллах особенно запретил конфликты, кровную месть, войны и подобные распри. О высокопочтимости этого месяца много говорится и в Коране. В одном из изречений пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, сказано: «Мухаррам является самым лучшим для соблюдения поста после месяца Рамадан». А в другом говорится, что тому, кто постился один день в месяце Мухаррам, воздается как за 30 постов. Сегодня в Москве началась 4-я международная специализированная выставка «Импортозамещение-2018», которая демонстрирует развитие потенциала отечественных предприятий. От нашего региона участие принимает 14 предприятий. Это «Сад-Гигант», «Молоко Ингушетия», АТМ, «Сердало», завод «ЖБ» и другие. Выставочная экспозиция призвана показать возможности и достижения отечественных производителей в области конкурентоспособного импортозамещения товаров и услуг. Это стало возможным в основном благодаря расширению и налаживанию собственного производства. Добавлю, что форум пройдет с 11 по 13 сентября. Всего Ингушетия продемонстрирует товары брендов 20 наименований. Некоторые из них на выставке представлены впервые. Им годы нипочем. Продолжаем рассказывать о людях золотого возраста, для которых работа и ежедневный труд – смысл жизни. Одни из тех, кто не торопится на пенсию, это Резван Паров и Тагир Аушев. Работают они вот уже сколько лет. Умений и опыта хоть отбавляй, охотно делятся им с молодежью. Репортаж Жарейдат Халухоевой. Реконструкция дорог – процесс непрерывный. Сделать жизнь автомобилистов удобнее, а пешеходов безопаснее. Основная работа Резвана Парова, которой он посвятил 16 лет своей жизни. Стаж значительный, учитывая, что работать приходится на улице, несмотря на жару и холод. Меняют асфальтовое покрытие, прокладывают тротуары, занимаются ремонтом дорог регионального значения. И так расписан каждый день. Асфальт уже есть погода вообще он яри грузов, то она его сразу сразу уже долго Резван здесь работает с 2002 года. До этого он сменил несколько профессий. Работал на сельхозтехнике, был грузчиком и даже оберегал спокойствие жителей, будучи охранником в аэропорту Магаз. Работая в Суженском дорожном участке, он вполне доволен, ведь трудится больше не для заработка, а для души. Свежий воздух, Ям и выбои на дорожном участке не увидишь и после усердной работы Тагира Аушева. Он, как и свой коллега, уже превысил пенсионный возраст. Но, несмотря на свой 20-летний стаж, оставлять работу не планирует. Будет трудиться, пока хватит сил, делится Тагир. Бог них будет, Тваш новости по ямочный мир, а ямочный мой есть водик, мы снаряд или кое-что нога, не раздик да алямат Аллахам даст с другими Настроение, желание трудиться еще есть. Буду работать, пока не попросят, отшучивается Тагир. Но увольнять работников пенсионного возраста российским работодателям скоро будет совсем невыгодно. Владимир Путин предлагает строго наказывать чиновников, которые будут принудительно отправлять пожилых людей на отдых. В этой связи мы должны предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом 5 лет до наступления срока выхода на пенсию. Повторю, здесь нужен целый пакет мер. Так считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста.
Впрочем, руководитель своими подчиненными доволен и отпускать их не планирует. Если он может работать, почему он не может работать? Пускай работает. А чем он будет дома заниматься? С первого слова понимает, он знает свою работу. У каждого из них есть своя обязанность на участке. Я не знаю, что им делать. Таких сотрудников в ГУПе немало, как и по всей стране. Многие не готовы отказаться от привычного образа жизни, тем более, когда есть желание и сила трудиться. Это стало одной из многих причин, по которой в Госдуме было принято решение о повышении пенсионного возраста у мужчин с 60 до 65 лет, а у женщин с 55 до 63. Эти изменения в законодательстве будут способствовать росту пенсии. Жарадат Халухоева, Адам Далаков, Новости 24. Россию в нынешнем эпидемиологическом сезоне атакуют 2 новых штамма гриппа, от которых не прививали в прошлом году и иммунитет которым у россиян не сформирован. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Ведомство также уточняет, что за государственный счет закуплено около 60 миллионов доз российской вакцины с актуальными штаммами. Ее состав актуализирован в соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения. Бесплатно прививку получат дети, пожилые, беременные, профессиональные группы риска. В Национальной библиотеке города Сунжа прошел правовой час под названием «Терроризм в современном мире». На мероприятие были приглашены представители различных ведомств, учащиеся школ и СУЗов. Говорили о том, как оградить молодежь от негативного влияния, ведь именно эта часть общества в силу остроты восприятия накапливает и реализует негативный потенциал. Репортаж Даны Плиевой. Правовой час на тему «Терроризм в современном мире» собрал в стенах Национальной библиотеки представителей различных ведомств. Ребятам напоминают, как не стать жертвой экстремизма. Индира Бабхоева давно для себя решила, что бы ни случилось, всегда нужно советоваться с родителями, а не верить словам незнакомцев в сети. Для меня это самое ужасное явление, потому что именно терроризм разрушает мир, создает такую ужасную атмосферу в обществе. Люди боятся выходить на улицу, люди боятся, что могут оказаться в таких, скажем так, ситуациях. В России о терроризме как о глобальной проблеме человечества заговорили 20 лет назад, рассказал Руслан Цычоев. Исследованием этой проблемы занимаются многие научные центры России. В его основе лежит насилие и нарушение общественного порядка. Совершение взрыва или поджога и лишения свободы от 12 до 20 лет, то в том случае, если посягательства были сопряжены с такими объектами, как объекты атомной энергетики, например, атомные электростанции, объекты закрытого типа, которые, например, предназначены для хранения радиоактивного отхода, то здесь лишение свободы от 15 до 20 лет. Руслан Цычоев также отметил, что больше 90% завербованных – одинокие люди. Потому в первую очередь каждый должен уметь правильно выбирать свой круг общения. Сейчас, век информационных технологий, найти друзей со схожими интересами и завести знакомство несложно. Но и тут стоит быть осторожным. Вербовщики постоянно поджидают потенциальных жертв в социальных сетях. На экстремистские сайты можно наткнуться буквально в любой точке мировой паутины. Об этом лучше всех знает главный специалист Роскомнадзора Рустам Вышегуров. Его работа как раз и заключается в мониторинге всех видов запрещенной информации на территории региона. Он также рассказал, на сайте Министерства юстиции появился перечень запрещенных материалов экстремистского содержания. Сейчас он насчитывает около 6 тысяч изданий. В отношении редакции и учредителей такого средства массовой информации предупреждение. Этот ненормативно-правовой акт носит характер профилактический, для того, чтобы повторно такие публикации не имели места. Если повторно все-таки, несмотря на такое предупреждение, мы видим, что продолжается правонарушение с публикациями, и неоднократно в течение года делались такие предупреждения, это является основанием для обращения в суд о прекращении деятельности такого средства массовой информации. Организаторы правового часа «Национальная библиотека» мероприятие приурочили ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Подобного рода акции проводятся здесь не первый год. Сегодняшнее мероприятие проведено для того, чтобы наши выпускники школ и чтобы студенты столкнулись, они в любом случае столкнутся с таким понятием, как терроризм, чтобы они понимали, как понятие, что такое терроризм, и чтобы смогли
чтобы понимали, как вести себя в таких ситуациях, когда вот пытаются их, например, агитировать, потому что они в основном сидят в социальных сетях. Ребятам еще раз напомнили, чтобы жить в мире и согласии, подрастающему поколению сегодня нужно уметь различать, где истинные знания, а где дорога, ведущая в пропасть. Дана Плеева, Хамзат Халухоев, Новости 24. Со следующего года в магазинах перестанут продавать поваренную соль. Ее заменит соль пищевая в соответствии со вступившим с 1 сентября в силу новым ГОСТом. Термин «поваренная соль» исключен как не соответствующий характеристикам продукта. Ранее соль получалась путем выпаривания, то есть солеварения, а сейчас используются различные другие технологии. В зависимости от происхождения, ее качества и способа производства соль будет называться морской, молотой и экстра. На покупателях изменения никак не скажутся, скорее появится возможность более точно выбирать товар в соответствии с потребностями, отмечают специалисты. Кроме того, по новому ГОСТу при производстве этого продукта можно использовать только одну добавку – йодат калия. До этого стандарт допускал и йодид калия. Использование йодата калия увеличивает срок годности соли с 9 до 12 месяцев и до 18. Поздравления с блестящей победой принимают наши земляки. Амирхан Гулиев и Рустам Талдиев выиграли поединки на турнире ACB-89 в Краснодаре. Против ингушских файтеров выступали опытные бойцы, но воля к победе и хорошая подготовка помогли спортсменам достичь успеха. Как они добивались этого триумфа, расскажет Тамерлан Хамхоев. Турнир ACB собрал немало именитых бойцов со всего мира. И вдвойне приятно, что наши земляки отстаивали честь своего клуба и республики в этот вечер. Первым на открытии турнира в клетку вышел Рустам Талдиев. Неоднократный победитель и призер самых престижных соревнований по боевому самбо, перешедший в профессионалы ММА Талдиев, идет на серии из нескольких побед. Соперник Богдан Барбу. С самого начала раунда откладывать дело в долгий ящик Талдиев не стал. И буквально измотав соперника, завершил дело удушающим. Первая победа в этот вечер осталась за нашим земляком. Школа боевого самбо дает о себе знать. Есть треугольничек, и треугольничек неплохой. Локтем пробивает сейчас Богдан. Но дальше доводи. Все. Сдается Богдан Барбу. Вот так вот прерывается его серия из 4 побед подряд. Прекрасный начальный бой Рустама Талдиева с изумительной и красивой главной победой. Всего на этот вечер было запланировано 16 поединков, в том числе и 3 титульных боя. Второй наш боец Амирхан Гулиев по прозвищу Лев вышел в клетку через несколько поединков. Соперник опасный испанец Даниэль Толедо. Старт дан, раунд начался. Что касается Амирхана Гулиева, то дерется он только либо в М1, либо в ACB. В общем-то, самые топовые российские лиги сейчас. На первых порах оба бойца вели себя достаточно осторожно. Зрители принимали во внимание и то, что каждый удар может стать судьбоносным для одного и для другого. Поэтому смотрели, затаив дыхание. Несколько разменов, уверенная защита от обоих бойцов. На этом завершается первый раунд. Ну, посмотрим. Здесь быстрого окончания не получилось. В первую очередь у Даниэля Толедо. Вопрос, кому это выгоднее. Во втором раунде и Гулиев, и Толедо немного подустали, поэтому стали появляться ошибки. Пожалуй, самый опасный момент возник у Гулиева сразу после того, как он сумел вырваться из удушающего от своего соперника. Довести до конца болевой не удалось, но на перерыв Амирхан отправился еще более уверенным в своих силах. Здесь, бестолково. Вот он, да. Нет, все правильно. А в самом начале третьего раунда, после попытки нанести удар по корпусу ногой от испанца, контрвыпад Амирхана Гулиева обеспечил ингушскому бойцу досрочную победу. Травмировался каким-то образом Даниэль, падая, и все, закончил сейчас Амирхан Гулиев очень быстро. Победы, вне зависимости от того, где они добыты, на родной земле или в гостях, одинаково приятны. И каждый боец рад видеть одобрение и поддержку своих болельщиков. У Гулиева продолжается гонка за титулом, а Талдиев уже точно обеспечил себе еще один бой в рамках лиги ACB. Будем смотреть и болеть за наших земляков. Тамерлан Хамхоев, Новости 24. Все информационные выпуски и анонсы наших программ смотрите на официальных страницах в соцсетях Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и ВКонтакте. Это была вся информация к этому часу. Увидимся в 16:00.